Манду Аяврил Герпил. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как же быстро летит время. Мы и не заметили, как прошло 35 лет с момента организации Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. У истоков этой организации стоял наш сородич, уважаемый среди эвенков человек Иван Михайлович Атласов, который недавно отметил свой 85-летний юбилей, и в гостях у которого мы находимся. И Иван Михайлович расскажет нам, с чего же все это началось. Манду Иван Михайлович. Бенду. Он беденный. А я. Как началась перестройка, перестройкой все народы создавались свои общественные организации, движения, и я тоже решил собрать эвенков. Я не знал, только усманских эвенков студентов знал, и свою родину узнал. В первую очередь этих усманских собрал, и свою идею сказал, надо собрать. Вот. И первым будете вы. Среди этих усманских собрал, и свою идею сказал, надо собрать. Вот. И первым будете вы. До этого я собирал банк данных эвенков, проживающих в городе Якутске. Там никакого компьютера, никакого нужного аппарата не было. Все вручную писал. Все банк данных делал. Кто у нас живет, работает, где кто. Оказывается, очень много. И какие вопросы. И вот они, ну так, максимально, я никого не приглашал, люди шли. Я тогда работал замглавного инженера объединения Якутагропромстрой. Это большая организация, в начале которой я работал, создавал базу стройиндустрии. И мы за год строили 500 объектов, и обком заставлял 250 объектов сдать каждый год. И для этого мы заводы строительных материалов построили кадры, проектный институт, все в другом месте, но мы это сделали, и тут появляется эта перестройка. И вот у нас актовый зал был. Вот в актовом зале мы с 7 часов до 10-11 часов эвенки собрались. Как много там эвенков было. Ну, первый вопрос – это жилье, детсад, работа. Очень много идей было. И открыли детский сад Чепичикан, Птичка. Эвенкийский класс во второй школе построили. Там свободы классов не было. Но я работал в строительной организации. Колле выделили место. Мы сами эвенки построили этот класс. Ну, перегородку сделали, мебель затащили и детей сюда. В то время самым большим событием для эвенков стал возрожденный национальный обрядовый праздник Бакалдын – встреча Нового года. Первый праздник был в 1991 году. Мы обычно делали это Бакалдын, когда цветет хвоя лиственницы, когда кукует первая кукушка. Это примерно 22 мая. Смотря какой год, иногда раньше, иногда позже. Так, и вот раньше мы первые Бакалдыны проводили примерно как цех, а потом решили каждый район свое место оформлял. И вот поступила очередь Алекминского района. Они заранее со мной согласовали и критиковали, что это... насчет Бакалдын как появилось это слово? Вот, говорили Икянепке. Ну,
незнакомое слово или даже трудно переговариваемое и не звучит. Я предложил, давай, бахалдын сделаем. И тут КПТК взбунтовалась, тоже была не согласна, а потом другие вопросы отвлекли. И вот, а потом я подхожу опять тактически, давай зал. Какой нравится вам? Икяневка или бахалдын? Бахалдын звучит гордо и проще и запоминается. Давай за бахалдын. Все так решили бахалдын. И тут же это название появилось. И вот раньше говорили, проводили КГСХ, и вот Алёкминские именно как Эвенкийский праздник проводили. И программа совсем другая. Там для молодежи, для конкурса одежды, конкурс красавицы и так далее. Все. А игры тоже эвенкийские соревнования. Вот Алёкминские, там предводителем была Макарова Ульяна Егоровна. И они вот проводили по-эвенкийски. И с тех пор сейчас мы проводим по-эвенкийски. С каждым годом Ассоциация эвенков расширяла свою работу, начав с возрождения родного языка и национальной культуры. А со временем стали налаживаться дружеские отношения с эвенками других регионов и даже стран. Я не думал, не гадал, где-то 15 декабря, самый мороз, появляются два здоровых, красивых мужчин, лет 40, иностранцы, и говорят, я уже рту из Китая. А второй был у него переводчик и телохранитель. Уже рту это знаменитый ученый, писатель, всемирно известный. Мне надо от вас. Я говорю, я здесь. Ну вот, они говорят, мы из Китая. Присаживайтесь, поговорим. Давайте сотрудничать, вместе работать. Мы не против. И с тех пор мы заключили договор. Ежегодно мы свои делегации бывали у них этот летний праздник национальный. Туда ездили. Они на наш национальный праздник Бахалдын приезжали ежегодно до 2019 года. Посчастливилось и нам, сотрудникам программы «Гевен», в составе эвенкийской делегации побывать у сородичей, живущих в Поднебесной. Bir yıl samağınarı, küspütün oğpudun dünyarı, беги китайков. Мы хотим, мы стараемся, чтобы практическую работу делать. Практически. Обмениваться работой. Они могут инвестиции помогать, мы можем своей культурой помогать, религиям помогать. В общем, нас ждет очень большая, плотная работа. А в работе рождается дружба. И знает, кто есть кто. Будем работать. Иван Михайлович, вот в настоящее время, как вы думаете, это наша организация, Эвенкийская ассоциация, как работает, как вы оцениваете, вот за 30 лет что сделано вообще? Сделано очень много, но недостаточно. Вот в городе Якутска мы имеем, конечно, свою ассоциацию, свою кочевую родовую общину, свою организацию национальной культурной автономии Дудумбуга, ну и так далее. Другие
вот, танцевальные ансамбли и тому прочее, прочее. Но надо смотреть вперед. Поэтому сейчас, вот в 21 веке, наступило очень такое хорошее время. Потому что раньше до этого эксплуатировали природу просто хищнически. Никаких рекультивных работ не проводили. А сейчас все на земном шаре, в том числе России, начали обращать на экологию. Сейчас не только хватают, загрязняют реки, рубят леса и так далее, но специально защищающие это законы есть. И наша республика, и федеральные законы. Согласно этих законов мы должны работать. Ассоциация консервировала эвенков. Оказывается, мы потомки великого народа тунгусов. Мы, Россия, из 40 народностей, только мы имели государственность и письменность. Мы эту свою историю не знали. Мы в школах, в вузах изучали только истории других народов, а свою историю не знали. Поэтому народ сейчас, менталитет эвенка повысился. Он стал гордым, потому что знал свою историю. Сейчас вот здесь разожгли костры Бакалдына, Сневгена. Сневгена – это праздник первого снега. И фестиваль Строганина. Это наши праздники, которые родились здесь. И это всем народам нравится. Вот на Кенкеме, на Бакалдыне никто никого не приглашает. Приезжает 5-6 тысяч человек. Вот. И вот Строганина по всей России загремела. И все хотят, в первую очередь, это Брен, Якутии, хотят попробовать строганину. А вот праздник первого снега – это наш главный праздник, потому что от успеха нашего охотника зависит благосостояние семьи. Поэтому этот обрядовый праздник мы очень серьезно готовимся, серьезно проводим. В общем, мы эвенки консолидировались, совсем другими стали и смотрим в будущее, уверенно. И я верю своим эвенкам, все будет хорошо, только надо работать. Главной помощницей Ивана Михайловича, всегда поддерживающей его начинания и проекты, является его дочь Эжана Ивановна, одна из самых активных членов ассоциации. Я считаю, за 30 с лишним лет Ассоциация эвенков Республики Саха-Якутия проделала очень много работы. Она внесла огромнейший вклад в развитие национального духа эвенков. Объединила их, аккумулировала их потенциал, привлекла людей разных профессий, разных взглядов. То есть это объединяющая роль, во-первых, плюс помогла эвенкам старшего, среднего и молодого поколения именно взрастить в себе гордость за свой народ. Люди узнали свою историю, свою культуру, изучают родной язык, много молодежи говорят на эвенкийском языке, участвуют в разных олимпиадах по эвенкийскому языку, показывают яркий пример для других малочисленных народов, как можно многого достичь, если прилагать усилия ежедневно, регулярно, постоянно. Заинтересовали своей деятельностью и эвенков из других регионов России, а также эвенков Китая. То есть я считаю, ассоциация эвенков как бы пионер, лидер,
продвигается вперед. И мне хотелось бы пожелать успеха, развития и особенно основную усилие приложить на юридическое просвещение и экономическое. Мне кажется, эти два вопроса, юридическое и экономическое, должны быть на первом месте. Жизнь современная, она заставляет, что мы должны знать законы, соблюдать их, уметь работать с финансами, привлекать финансирование на свою деятельность, на свои проекты, и учиться всем от мала до велика. Мы встретились с теми, кто плечом к плечу работает с Иваном Михайловичем Атласовым с момента основания Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. То Иван Михайлович, он зачинатель, и он всю жизнь такой был. Ну а как строитель, вот даже в городе, если взять, очень-очень много его. Вот Минсельхоз возьмем, да, дом правительства номер 2. Это все вот под его руководством построенные здания. Ну, как строитель он основательный человек, поэтому в работу ассоциации он вел вот такую экономическую, что ли, направленность. Но то, что он создал, взял землю, не в аренду, а не знаю, на время пользования для того, чтобы проводить там мероприятия ассоциации, это вот как раз показывает его заинтересованность в том, чтобы народ сохранялся, народ восстанавливал свою культуру и восстанавливал язык, что, конечно, очень-очень трудно. Его вклад огромен в дело ассоциации. В общем, Ивана Михайловича заслуги очень большие, потому что он везде. В принципе, вот наши заседания все, я как орговик влилась, да, как организатор. Поэтому я четко знаю, что такое управленческая деятельность, как надо организовывать людей. Поэтому, видимо, вот мы как-то объединились, технари, я политик, да, и поэтому в ассоциации эвенков вот четко было расписано, кто чем занимается. И что мы делаем, мы обязательно проводили собрания. Совещания ассоциации это постоянно, ежемесячно были. Но это уже чисто моя функция была собирать и всех, обмениваться мнениями и потом выступать. И поэтому вот на многих мероприятиях правительственных, в принципе, в основном были инициаторами Эвенкийской ассоциации. Ну, они специалисты. Ну, возьмем у нас Валентин, он энергетик, по-моему. То есть в каждой отрасли у нас есть свои специалисты. Поэтому вот четко поставленное видение развития, оно и показано. Районирование возьмем, да, введение статуса национальный для поселка, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Это вот давало большие полномочия для того, чтобы местные органы власти занимались этническими вопросами на местах. Вот сейчас, кстати, местно обсуждают изменения закона о местном самоуправлении в Республике Саха-Якутия. Я считаю его очень важным сохранять там этническую направленность, чтобы вот в местах проживания коренных малочисленных народов Севера местные органы власти на это обращали внимание, потому что, как бы мы ни хотели с вами, без власти, без людей, которые организовывают что-то, невозможно не провести никакое мероприятие, никакой процесс развивать, никуда не двигаться. Вот поэтому вот эта вот большая заслуга Ивана Михайловича, Бориса Ануфриевича, да, Анна Николаевна, Галина Ивановна. Ну, Варламов у нас Александр Николаевич, правда, он с самого начала особо не участвовал, потом его мама пристегнула к нам, до доктора наук его вырастила. Сегодня он возглавляет ассоциацию эвенков. Я думаю, вот большой аспект вот подготовленных, образованных людей, он помог нашей ассоциации существовать более 36 лет. Я в России не знаю общественной организации, которая столь долго была бы работоспособной и двигалась. Но это сознание людей. Мы нацеливались на сознание. Мы работали с молодежью. Я как педагог, наверное, была нацелена на то, чтобы вовлекать молодежь. И поэтому мы шли в институты, мы шли в училище, мы везде с ребятишками общались. Мы каждого 800 человек знали. Когда работали в министерстве, я работала, мой отдел из 5 человек, мы знали всех детей.
из районов, которые здесь учились. И мы их вели практически до конца. Вот актив сегодняшний, он состоит из тех студентов бывших. Так что работать с детьми – это одна из основных задач. Вклад Ивана Михайловича в восстановление сознания этнического у людей, их гордости за свой народ, за эту тысячелетнюю историю, которую он прожил на этой планете, то я считаю, что это огромный вклад. И таких людей у нас должно быть много. В 2017 году мне посчастливилось в составе группы эвенков Республики Саха-Якутия выехать в Китайскую Народную Республику к эвенкам Китая. Мы были 10 дней во внутренней Монголии, и эти незабываемые дни встречи с сородичами и эвенками для меня, как говорится, именно в тот момент широко открыли мои глаза. К тому периоду, я загорелась мыслью о создании общественной организации, именно Ассоциации эвенков в Усьмайском районе, потому что в республике она уже давно была и работала, и весьма плодотворно работала. Мы знали не просто не понаслышке, а из первых уст буквально с Ивана Михайловича. Также, состоялось уже впоследствии в 2019 году участие в 7-м Сугулане эвенков в Нерюнгри. И как раз Сугулан состоялся в марте, а по приезду мы в апреле уже создали нашу общественную организацию в Усьмайском районе. Вот. Были бурные дебаты в зале улусной администрации, многие это помнят. Вот. Но тем не менее уже прошли почти 5 лет. Мы зарегистрировали нашу организацию в 2020 году. Вот. И вообще с того момента активно проводим наш Ивенкийский национальный праздник Бакалдын. Подключили уже и проводим другой праздник Синелген. Мы живем не только праздниками. Основная наша деятельность – это защита законных прав и интересов коренных малочисленных народов Севера эвенков. И во всей этой проделанной работе, о том, что я сейчас перечислила, несомненно, участие Ивана Михайловича. Это в 1689 году, когда прошел первый съезд, и тогда же эвенки очень активно занимались, и они стали инициаторами на создание ассоциации города Якутска, и во главе которого именно тогда стал Иван Михайлович Атласов. Позднее, это уже у нас, когда уже стало разделение и создание этнических ассоциаций, уже появилась ассоциация эвенков, но это произошло чуть позже. Но Иван Михайлович мы уже тогда, сразу же с первые годы создания ассоциации, очень хорошо знали именно как активного члена возрождения языка и культуры народов Севера именно в городе Якутске. И Иван Михайлович занимал уже очень активную тогда позицию, очень был слышен, известен, и отстаиванием именно таких своих позиций. Это было очень тогда хорошо, и, наверное, даже временами нам воспринималось даже очень радикально. Но со временем мы поняли, что это даже не радикально, а с нынешней точки зрения, возможно, это было даже очень скромно и даже очень, наверное, взвешенно и, может быть, местами даже очень осторожно. Но на тот момент, как раз конец 80-х, начало 90-х, это казалось таким очень ярким и большим прорывом. И вот здесь вот Иван Михайлович, наверное, надо сказать, что он именно смотрел в будущее, и во многом именно тогда он опережал свое время в своих требованиях. Позже, когда уже была создана ассоциация эвенков, понятно, что Иван Михайлович стал ярким представителем общественного движения эвенков Якутии, а позднее он, вот с конца 90-х годов, его голос стал слышен и на всероссийском уровне. И везде ассоциация эвенков занимала такую боевую, бескомпромиссную такую позицию, всегда заявляла прямо о том, какие проблемы волнуют наши народы. И я могу сказать, что вот этот период, наверное, был золотым периодом вообще в истории общественного движения коренных малочисленных народов Севера, и в частности ассоциации эвенков. Последние десятилетия многие скажут, что Иван Михайлович уже пожилой и так далее, и, может быть, его градус активности уменьшился, ничего подобного. Вот. Ярко, вот пример просто приведу двух последних всероссийских съездов Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, где Иван Михайлович уже как председатель Совета старейшин эвенков России выступает
постоянно получает трибуну, он очень громко и четко также заявляет о необходимости принятия разных мер. Многие могут сказать, что можно уже успокоиться, много чего-то достигнуть и так далее. Но на самом деле проблемы наших народов, народ продолжает жить, существовать. Естественно, что у него будут проблемы. Конечно, мы всегда можем говорить о том, что то качество жизни, которое мы достигли на сегодняшнем этапе, не соответствует уже современному уровню развития. И Иван Михайлович один из тех людей, который об этом говорит. Он постоянно ставит какие-то вопросы и постоянно расширяет горизонты развития и горизонты тех задач, которые должен решать Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Ассоциация эвенков нашей республики.